организаторы нашего праздника придумали интересный формат, видео-презентацию, поздравления наших юбиляров. Это замечательно, потому что Нина Семеновна, знаю, сегодня в зале нет, она в командировке, но мы прекрасно ее послушали и чувствуем, что она где-то рядом с нами, во всяком случае, нашим воздухом дышит. Да? Действительно, как сказали очаровательные ведущие, сотрудницы Дома литераторов Хакасии, мы проживаем интересный год, 2016 президентом России объявлен годом российского кино, и это тоже наш с вами год культуры, особенно к писателям, я думаю, самое тесное имеет отношение. Но, коллеги, в предыдущий год, вот впервые, наверное, за всю историю российской культуры, истории российского сообщества, президент России объявил 2015 год годом литературы. Конечно, это огромное, наверное, обращение к нам, огромная серьезная задача. И мы действительно его прожили очень насыщенно и знаково. И эти литературные премии, литературные лагеря, издание произведений, поддержка наших писателей. Мы прожили год достойно, опасаясь, что закончится год литературы, и следующий год как-то мы не почувствуем этого внимания государства и, наверное, не сможем сохранить тот посыл. Нет, случилось все. 16-й год, я думаю, и вы подтвердите, что мы прожили так же интенсивно, мы сохранили все тенденции, которые мы с вами определили в 2015 году, в год литературы. Мы также с вами издавали. Мы проводили литературный лагерь для молодежи с участием наших мэтров, замечательных, известных очень писателей, которые работали, наверное, спикерами, работали модератором в этом лагере, и даже приумножили количество. И по ходатайству молодежи было принято решение в 2017 году и расширить географию этого лагеря и количество дней. Мы с вами приняли, наверное, серьезное решение. Прежде всего, это глава Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин, утверждая почетное звание, новое для Хакасии. Это народный писатель Хакасии. У нас сегодня это звание с вами есть. Мы с вами продолжаем издавать литературу. Буквально вчера прошел очень насыщенный художественный совет по решению, что же мы будем с вами издавать в 2017 году. И я думаю, что решение состоялось. Это будут достойные произведения и достойные авторы, и молодежь подрастает. Вот есть полное ощущение, что мы движемся с вами именно по правильному курсу. И очень радует, что в нашей писательской организации самое главное достоинство – это есть писатели всех поколений. Есть мэтры, очень известные, серьезные авторы, есть, наверное, среднее поколение, которое уже что-то может, но еще не достигло тех высот, как наши мэтры. И есть молодежь, начинающие. И, в общем-то, вот этот лагерь, та ступенька, которая помогает выявлять эту молодежь, направлять, поддерживать и учить писать правильно, грамотно. Поэтому, уважаемые коллеги, я поздравляю прежде всего наших юбиляров с замечательным сегодняшним событием, с этим творческим вечером. И всех писателей Хакасии с завершением года кино, с завершением года. Хочу пожелать всем здоровья, творческого вдохновения. Ну, я думаю, все вместе, мы с вами и достойно проживем следующий год, 2017, потому что задач и посылов у нас очень много. Желание работать сообща, вместе мы сила, как известно, у нас тоже с вами есть. Спасибо вам большое за то, что вы сделали, то, что вы еще сделаете, и вообще за ваш вклад в развитие литературного процесса, издательского дела в Республике Хакасия. И поздравляю еще раз вас с замечательным вот этим творческим событием, юбилейным вечером наших писателей. Спасибо. Сказать Герману Гавриловичу Алапрес, где он есть, да? Действительно, чурчаяны, наши духи земли, дают нам силу, дают нам энергию для того, чтобы мы вместе творили большие дела на благо великой нашей земли, нашей малой родины, нашей Хакасии. Сейчас мы проведем церемонию награждения. Благодарственным письмом награждается Альбина Васильевна Курбижекова. Министерство культуры Республики Хакасия выражает вам сердечную благодарность за значительный вклад в развитие литературного дела Хакасии и в связи с 65-летним юбилеем. Созданные вами произведения передают для будущих поколений все богатство и колорит хакасского фольклора. Не жалея сил и времени, вы посвятили себя нелегкому делу во благо процветания Союза писателей Хакасии. Писатели Хакасии Альбина Васильевна Курбижекова. Аплодисменты. За особый вклад в книжное дело памятной медалью года литературы награждается Ужакова Галина Григорьевна.
Вас по праву считают самым самобытным поэтом Хакасии. За таким признанием годы упорного труда и творческого поиска. Созданная вами поэзия – это колоритный художественный мир, тесно связанный с насущными проблемами и традициями народа. Вы превозносите хакасский язык, вызывая у всех гордость за свой родной язык. Медали подписал Нарышкин, председатель Организационного комитета по проведению в Российской Федерации года литературы. Вот эти заслуги, наверное, и Галине Григорьевне, и писательской нашей организации, и огромная благодарность и спасибо за 2015 год и 2016 тоже, потому что мы нисколько не избавили этих позиций, Галина Григорьевна. Мы сегодня работаем с молодежью. Я вижу ваши творческие встречи, когда и в библиотеке, и в районах нашей республики вы встречаетесь с молодежью. Это то великое дело, великая миссия наших писателей, которые должны быть вот, все, что вы имеете, все передать нашей молодежи. Спасибо вам, Алтайс. Ну вот хотелось бы поэтическими строками ответить на русском языке, но вот пусто, я не знаю, на волнение, наверное, еще. Я поражена, вообще дико поражена. Памятной медалью года литературы награждается Карамашева Виктория Алексеевна. Выражаем вам глубокую благодарность и признательность за ваши литературоведческие исследования хакасской литературы и национального фольклора, за ваш вклад в развитие литературного дела Хакасии. От имени Организационного комитета России вручаем вам эту медаль и передаем слова благодарности от имени Нарышкина, от всего Российского комитета за ту работу великую, которую вы делаете, с надеждой, что вы еще больше будете делать, потому что потенциал у вас действительно огромный. Спасибо вам большое. Я просто потрясена. Не ожидала вообще. Всегда меня ругают везде. Я работаю в ХГУ, меня постоянно там ругают. Уважаемая Майнагашева Татьяна Андреевна, примите наши сердечные поздравления и наилучшие пожелания в честь юбилея. Глубокое знание родного языка и национальных традиций хакасского народа – это лишь малая часть вашего многогранного таланта. Ваши переводы и пьесы заняли достойное место и значительно обогатили национальную драматургию. Спасибо большое, Татьяна Андреевна. Она вообще лидер женского движения Алтынай. Мы надеемся, что и писатели, и Алтынай, и вся культура республики Хакасия будет двигаться во имя развития нашей культуры, развития наших традиций, духовности нашего народа. Не только вот, так сказать, в уходящем году, но и все последующие. Поэтому большая надежда и поздравления. Уважаемый Олег Григорьевич, примите наши сердечные поздравления и наилучшие пожелания в честь 80-летнего юбилея. Признание соотечественников – это заслуженная награда за ваш неустанный подвижнический труд, умение находить темы, необходимые для сохранения и развития хакасской литературы и культуры как части многонациональной России. Созданные вами произведения хранят для будущих поколений страницы истории Хакасии. Общих мероприятий, поэтому просьба почаще приезжать, ведь Саяногорск это же очень близкий город столицы. Спасибо вам. Всем спасибо. Уважаемый Владимир Сергеевич, примите наши сердечные поздравления и наилучшие пожелания в честь 70-летнего юбилея. Воспевая природу родной земли, женщину как символа земной красоты и вдохновения, вы являетесь примером для подражания подрастающему поколению. Желаем здоровья, вдохновения, блестящего воплощения творческих идей. Светлана Анатольевна, всем спасибо, вам огромное спасибо. Просим вас не уходить со сцены.